Здравствуйте, это новости Татарстана. О событиях дня расскажем прямо сейчас. В студии Елена Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Затопленные дома, огороды и дворы. Начали покупать насосы, у всех почти насосы есть, качают просто за забор. Как в республике борются с последствием паводка, увидел Рамиль Галиуллин. Реконструкция центрального стадиона. Требования и предписания надзорных органов, которые у нас были по самому стадиону, по самой чаше, они все сейчас будут устранены, и стадион будет готов к проведению любых соревнований любого уровня. О ходе работ и о том, как изменится стадион, расскажет Искандер Гемалдинов. В Казани открылся первый хоспис для взрослых «Наташа». Нет ни одного субъекта в Российской Федерации, где хосписная помощь развита, как в Казани, как в Татарстане. С условиями дома без боли и с первыми пациентами познакомилась Алия Сабирова. С любовью к родному языку. Гала-концертом в Казани завершился телевизионный конкурс художественного слова «Татар Сүзе». Достижение цели, как «Татар Сүзе», еще у других проектов нет, поскольку здесь раскрывается вся красота, все богатство нашего родного татарского языка. О новой номинации и победителях расскажет Сирина Васильева. Главная тема недели – половодье. Самая сложная обстановка в ПФО. Ситуация может усугубиться. Такой прогноз сегодня дали в Национальном центре управления в кризисных ситуациях округа. Подтоплено почти 2000 приусадебных участков. Самое большое количество в Оренбургской области – более 1000. И количество будет увеличиваться. Наиболее критическая обстановка в Самарской области. 130 жителей ПФО уже эвакуированы. В некоторые регионы отправили спасателей из Москвы. В Татарстане затоплен 81 приусадебный участок в 8 населенных пунктах Буинского, Кайбецкого, Менделинского и Нурлатского районов. Также на реке Большой Черемша Нурлатского района произошло затопление низководного моста между селами Урняк и Бурметьево. Перелив составляет почти 1,5 метра. На реке Казанка в Варском районе затопило участок грунтовой проселочной дороги в населенный пункт Качелино. На реке Берля произошло затопление 14 приусадебных участков в селе Бурундуки Кайбецкого района. Как отмечают в МЧС, паводковая ситуация на контроле. Жилые дома и социально значимые объекты в зону затопления не попадают. Транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено. Эвакуация жителей не требуется. Большая вода заблокировала жителей Габишева в Лаишевском районе. Ее так много, что к домам приходится подплывать на лодках. В водном плену оказались и жители некоторых пригородных казанских поселков. В Салмачах топят огороды, дворы, подвалы. Рамиль Галиуллин увидел масштабы бедствия. Поселок Салмачи, улица гостеприимная. Однако большая вода здесь как нежданный гость. Без приглашения входят во дворы, огороды и подвалы. Каждую весну участки превращаются в такие водные каналы, где пройти можно только с помощью резиновых сапог. Сливается вода сверху. Такое испытание водой Фарид Гайнудинов проходит уже 4-й год. Столько живет в этом поселке. Максимально пытаемся снег почти убрать, но в этом зимой, вы сами знаете, что очень много снега выпало, не все получилось убрать, и он до сих пор тает, и воды еще больше будет. Это у нас утеплитель. Ну, видите, мы его сюда. Вот смотрите, вот уровень прошлого, самого высокого года, уже выше. Не скрыться от потопа и в домах. В последние годы вода так быстро не поднималась, говорит Лилия Сагиди. Это уровень самый высокий, который был, но он был всегда в конце. Сейчас второй день, то есть будет повышаться. В поселке талыми водами топит около 20 участков. Сейчас здесь работают 3 мотопомпы. В поселке Салмачи самый проблемный участок – это проезд гостеприимный. Он расположен в низине и собирает талые воды с других улиц поселка. Чтобы не допустить подтопления 2 десятков домов, с поселка вывезли 2000 тонн снега. Только с одной этой улицы было вывезено более 300 тонн, откачано более 1000 кубометров воды. А это уже поселок Гайбишева Лаишевского района. Он тоже ежегодно оказывается во власти воды. А участки жителей становятся похожи на острова. Воды здесь так много, что по улицам не пройти, не проехать. И единственным доступным средством передвижения становятся надувные лодки. По словам местных жителей, здесь тоже сказалось неудачное местоположение. Вода не уходит никуда и некуда уходить. Здесь самый низ поселка. А вон, со всего поселка сюда вода идет. 6 колодцев стоит.
Вот, они не справляются. К этому привыкнуть невозможно, уж какие-то определенные мероприятия проводим. Кто-то землю поднимает, кто-то там отвод воды вот эти делает уж. Главное, что вода не попала в дома, признаются местные. В районе после аномально-снежной зимы с наступлением половодья введен режим повышенной готовности. В поселках работают мотопомпы. По местам ожидания большой воды стоят спецпосты. Осуществляется круглосуточный мониторинг как территории сельских поселений, так и всех гидротехнических сооружений, находящихся на территории Лаишевского муниципального района. Вода спущена до минимально допустимого уровня. К принятию паводковых вод готовы. Уже не топят, но теперь без электричества. Речь об СНТ-отделочник в Тукаевском районе. Накануне здесь эвакуировали людей и их питомцев. Половодье начало отступать, но в воде остается трансформаторная подстанция. Я не страдаю. Я к проживанию здесь, я готов. Отопление печное. Живем. Газ есть. Газом варим, печки есть, топим. В Мензелинском районе под воду ушла деревня Ямалова. Здесь местные жители запасаются резиновыми сапогами и пересаживаются на лодки. Весенний паводок накрыл практически весь Нурлатский район. В шумные реки превратились улицы и дворы. Сейчас жители ждут, когда их жизнь вернется в привычное русло. Рамиль Галиуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Татарстан. В Татарстане в эпицентре половодья с десяток районов. Топят Буинский, Дрожжиновский, Агрызский, Бавлинский, Новошишминский, Мензелинский, Лаишевский, Пестричинский. В Нурлатском районе уровень воды на реке Урняк поднялся до 1,80 м. Ситуация напряженная и меняется с каждым часом. Светлана Звонарева с обзором паводка в районах. В Бавлинском районе в селе Татарский Кандыс река с одноименным названием, пройдя под дорожным полотном, затопила улицы и добралась до домов. В Агрызском районе в поселке Озево прорвало дамбу. Напор талой воды был настолько сильным, что земляная насыпь не выдержала и поток ринулся в Каму, не затронув пока что село. В Буинском селе Сорок-Сайдак улицы села заполнил грязевой поток. Высота воды достигает 1,5 метра. В основном здесь живут пожилые, которые не могут добраться даже до магазина. В Дрожжановском районе в селе Старое Шмуратово талые воды бурлящим потоком заполонили улицы. До домов половодье пока не дошло. Река Шишма вышла из берегов в Архангельской слободе Новошишминского района. Под воду ушел мост, теперь транспорту здесь не проехать. Перейти на другую сторону реки можно только по подвесному пешеходному. Для кого-то половодье не проблема, а возможность творческой реализации. Так, в Апастовском районе две жительницы села Танай-Тураева к вынужденным водным прогулкам подошли креативно. На тракторе под песни Ильсии Бодрудиновой они с ветерком проехались по затопленным сельским улицам. Светлана Звонарева, ТНВ, Татарстан. Половодье в Татарстане развивается согласно прогнозам МЧС. Неожиданностей нет, сообщили нам сегодня спасатели. В зоне подтопления 32 населенных пункта, где проживают более 2000 человек. Топят в одних и тех же районах, одних и тех же местах, потому что при застройке населенных пунктов не везде были учтены особенности весеннего половодья. Почти все дома возвели в низине. Паводковая ситуация на контроле, подчеркивает МЧС, критических ситуаций нет. Для выполнения противопаводковых мероприятий создана группировка сил и средств численностью свыше 19 тысяч человек и более 4000 спецмашин. Информация нам поступает оперативная, то есть таких критических, сильных таких подтоплений, чтобы было предпринята эвакуация населения, такого нет. На контроле районы это получается Буинский, Новошишминский район, Кайбецкий районы. Получается, это южная часть нашей республики, потому что, как все понимаем, весна у них приходит раньше, чем в северные районы. Трагедия в московском районе Казани. Здесь 4 подростков отравились неизвестным веществом. Один из них, 15-летний школьник, скончался до приезда скорой помощи. Остальные госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По нашим данным, ночью 4 подростков пролезли в одно из заброшенных зданий. Там нашли закладки с запрещенными веществами и решили их попробовать, но не рассчитали дозировку. Точную причину смерти и отравления установят судмедэксперты. Задержанных по делу пока нет.
Курсанты Казанского танкового училища и Донецкого общевойскового училища провели боевые стрельбы на полигоне под Оренбургом. Учения проходили на модернизированных танках. Перед выполнением стрельб каждый курсант прошел обучение на компьютерных тренажерах, которые воссоздают реальную картину боя. На полигоне экипажи танков вели огонь по целям, имитирующим бронетехнику и живую силу противника, осколочными и бронебойными снарядами из танкового орудия и пулемета. Движущиеся мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что требовало от экипажей мгновенной реакции и точности при стрельбе. Также курсанты выполнили нормативы по загрузке боеприпасов, переводу танка из походного положения в боевое, обнаружению целей, их классификации и решению огневых задач. Прибыли с Донецкого высшего общескового командного училища на полигон Тотское для обмена опытом с Казанским танковым училищем. Казанское танковое училище очень тепло нас приняло, поэтому оно не зря является самым лучшим танковым училищем во всем мире. Сейчас мы здесь занимаемся приведением оружия к нормальному бою, складных стволов и пулеметов ПКТ, дабы в дальнейшем, когда будут стрельбы складных стволов и штатного оружия, наши курсанты показывали максимально лучший результат. В Казани стартовал сезон электросамокатов и велосипедов. Ограничат ли скорость и по каким улицам движение на самокатах будет полностью запрещено, читайте в интернет-газете «Реальное время». Рустам Минниханов с рабочей поездкой находится в Москве. Он встретился с заместителем генерального директора «Газпром Медиа» Тиной Канделаки. Обсудили вопросы сотрудничества и перспективу совместных проектов. Один из них – сеть региональных блогерских студий «Инсайт Люди». В Татарстане он представлен в Казани и Набережных Челнах. Здесь творческим людям помогают раскрыть свой потенциал и привнести в медиапространство новые идеи. Присоединиться к проекту могут люди любого возраста. Центральный стадион Казани готовят к играм стран БРИКС. Сейчас здесь меняют легкоатлетические дорожки и сиденья, укрепят чашу. Главным требованием к стадиону является его соответствие международным стандартам проведения соревнований. С ходом работ сегодня ознакомился мэр Ильсур Метшин. Это первый капремонт за 20 лет истории арены. Работы по реконструкции центрального стадиона ведутся с декабря того года. Это первые ремонтные работы за 20 лет. Обновят свет, трибуны, крышу. А главное, проложат новые атлетические дорожки. Главное успеть до игр БРИКС. Знаменитый центральный стадион Казани. Здесь фанаты радовались победам Рубина, болели за легкоатлетов на универсиаде. Впереди игры стран БРИКС. К событию развернули масштабные работы. 100 рабочих обновляют трибуны, кровлю, беговые дорожки. Как идут дела? С инспекцией нагрянул мэр Ильсур Метшин. Центральный стадион нуждался в ремонте. Спасибо играм БРИКС, спасибо руководству нашей республики, раис республики Рустам Нургалиевич Минниханов выделил необходимые средства. В напряженном графике все строительные работы, сжатые сроки, вы абсолютно правы, но нет никаких сомнений, что до конца мая все будет сделано. Главной проблемой при обновлении атлетических дорожек стала закупка покрытия. В России нет поставщиков с международной сертификацией. Нужный материал нашли в Китае. Он не отличается от своего европейского аналога. То, что сейчас происходит, подготовка к играм БРИКС, она очень актуальна. Во-первых, это спортивная составляющая стадиона. Это легкоатлетические дорожки, оборудование, которое приходит в рамках подготовки к БРИКС. Это и те требования и предписания надзорных органов, которые у нас были по самому стадиону, по самой чаше. Они все сейчас будут устранены, и стадион будет готов к проведению любых соревнований любого уровня. Одним из главных изменений обновленного стадиона – это уменьшение зрительских мест. Было 25 тысяч, станет 15 тысяч. Устраняются проблемы конструктива. В местах общего пользования, в раздевалках новый дизайн-проект утверждается. То есть это будет тоже все освежиться, все будет это, скажем так, в ногу со временем. И на чаше это будет гидроизоляция, сиденье, новое покрытие. Капремонт проведут и в соседнем со стадионом манеже. Здесь спортсмены будут тренироваться перед стартами. Работы по реконструкции центральной арены будут завершены в мае. К играм стран БРИКС подготовят 18 объектов. Старты запланированы на 10 июня. Искандер Гемалдинов, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань.
Сегодня в Казани официально заработал второй хоспис «Наташа». Об открытии дома без боли его создатель Владимир Вавилов докладывал в конце февраля президенту Владимиру Путину. Здесь оказывают помощь пациентам с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Открытие нового хосписа ждали и пациенты, и меценаты. Именно благодаря им удалось возвести этот социально важный объект в короткие сроки. Алия Сабирова подробнее. Лейсан, давай мы с тобой вот такую радугу сделаем из пластилина. Ильсия Хисамиева и ее 23-летняя дочь Ляйсан – одни из первых пациентов хосписа. Здесь уже месяц. Ляйсан инвалид с детства, не слышит и не видит. Ильсие удалили грыжу позвоночника. Ляйсан уже получала уход в детском хосписе имени Анжелы Вавиловой, но после совершеннолетия его пришлось покинуть. Сейчас она может лечиться здесь. До 18 лет всегда очень много реабилитации для детей, да, и когда исполняется 18 лет, то уже мы теряемся по жизни, потому что школа заканчивается, техникумы тоже отучились, и потом мы не знаем, куда деться, куда себя деть. Появился хоспис, мы его очень ждали, когда построится. Сейчас здесь 49 пациентов, есть и участники СВО, они проходят реабилитацию. Об этом Владимир Вавилов рассказал президенту России во время его визита в Татарстан. Я приветствую вас в вновь открытом хосписе. Паллиативная помощь – это медицина, духовность, социальная и психологическая поддержка пациентов, говорит Владимир Вавилов. И здесь есть все, чтобы облегчить и боль, и душевные страдания. Проект он делал сам, опираясь на опыт работы первого детского хосписа. Мечтал построить взрослый. Теперь может помогать всем. Мы, во-первых, сделали гостиницу для родственников. Стоматологический кабинет открыли. Сделали большой прощальный зал, потому что до 150 человек вместимости. Соляную комнату сделали, которую сразу могут до 10 пациентов и также родственники полчаса, как на море побывать. Но много новшеств, которые улучшают жизнь пациентов и их родственников. Новый центр носит имя Наташа в память о старшей дочери Владимира Вавилова. За его созданием стоят тысячи неравнодушных людей, меценаты, руководство республики. Нам со всех концов России звонят, интересуются. Вот мы бы хотели попасть к вам в хоспис, вот у нас такое-такое заболевание. И мы им говорим, давайте поступайте, мы давайте вас запланируем на определенный месяц и будем принимать, естественно. Никому не будет отказа. Московские специалисты отмечают, этот хоспис один из современных и масштабных в стране. Сейчас по масштабу, по современным технологиям, те, которые здесь были использованы, это одно из ведущих учреждений страны будет. Плюс, учитывая, что это некоммерческая организация НКО, это один из таких новых видов работы для системы здравоохранения и в паллиативе в частности. И нет ни одного субъекта в Российской Федерации, где хосписная помощь развита, как в Казани, как в Татарстане. Я думаю, что в Москве, может быть, даже у нас лучше. Очень важно, чтобы, имея тяжелое заболевание, у каждого человека была возможность получить самую современную, качественное обезболивание. У человека с большим сердцем большие планы. Владимир Вавилов сегодня для себя поставил новую цель – помочь всем, кто в этом нуждается. Моя мечта, что весь Татарстан охватить паллиативу. Нам еще надо 2 хосписа. Юго-Восток, Северо-Восток. Это надо. Алия Сабирова, Наиль Абдуллин, ТНВ, Казань. Рустам Минниханов в Москве принял участие в благотворительном ифтаре проекта «Шатер Рамадана». Он прошел на площадке мемориальной мечети на Поклонной горе. Это уже 19-й коллективный ифтар в таком формате. «Шатер Рамадана» работает весь священный месяц, и каждый день посвящен определенной теме. На этот раз вечер Республики Татарстан. Он собрал больше 350 гостей. В шатре политики и деятели культуры, герои СВО, врачи и ученые, предприниматели, а также послы и дипломаты Малайзии, Индонезии, Туркменистана и других стран. К участникам ифтара обратился Рустам Минниханов. Он поблагодарил за возможность собрать земляков в столице страны. Рамадан – это время, когда мы можем сблизиться. И год он особый, времена непростые. Но, тем не менее, год семьи. И, конечно, семья – это основа нашего государства. И мы своим примером, мусульмане, они прежде всего, семья для нас самое святое. И то, что мы вместе с вами сегодня можем собраться, помолиться, вместе принять трапезу, это большое событие.
Шатер Рамадана распахнул свои двери уже в 19-й раз. За его многолетнюю организацию Рустам Минниханов выразил признательность Духовному управлению мусульман страны и его председателю Равилю Хазрату Гайнуддину. Он удостоен ордена за заслуги перед Республикой Татарстан. Муфти отметил, такие встречи объединяют. Мы объединяемся и перед террором, и перед нацизмом. И я здесь горжусь тем, что сегодня на этом вечере находятся наши герои. И огромная благодарность вам, защитникам нашего Отечества, защитникам нашего народа, защитникам нашего будущего. От имени правительства страны участников ифтара поприветствовал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он выразил уверенность, ифтар послужит укреплению веры и единства. Президент страны Владимир Владимирович Путин не раз отмечал, что последователи ислама всегда с уважением относятся к традициям и обычаям предков. Сохраняет твердую приверженность высоким идеалам патриотизма и справедливости. Мусульмане России своими делами доказали приверженность нашим национальным интересам. Ифтар продолжился культурно-просветительской программой от деятелей искусств Татарстана. Лена Знатульна, Дина Газалиева, Александр Ярошов, ТНВ, Москва. Главное культурное событие года в национальной сфере. Завершился международный телевизионный конкурс художественного слова «Татар-Сүзе». 2 года подряд его проводит наш телеканал при поддержке комиссии при Раисе Республики по родным языкам. Именно в этом году он получился многонациональным и с большим охватом по всему миру. 3000 заявок – это Россия, Швейцария, Казахстан, Узбекистан. Работу участников оценивала представительное жюри. Поэты Аркаил Зайдулла, Ильсияр Иксанова, актер Ильдар Хайруллин и другие. 37 победителей стали участниками большого гала-концерта. О силе и красоте художественного слова Сирина Васильева. В ораторском мастерстве им нет равных. На сцене лучшие мастера художественного слова – победители «Татар-Сүзе». Конкурс объединил тысячи татар по всему миру. Выступают те, кто хранит язык, говорит на нем и бережет его для будущих поколений. Среди участников – любители, профессионалы, авторы, исполнители. 10-летний Сайдаш Гаривзянов из Казани мечтает стать актером, поэтому сцены на «ты». В номинации «Проза» юный талант получил 1-е место за исполнение сочинения «Инша» Вакифа Нуриева. Мне помогала мама, она выбирала, как я буду играть. Она мне помогала, как ставить все, интонацию. Долго не пришлось изучать, потому что... Я не буду уж хвастаться, но я быстро все учил. 37 оригинальных творческих номеров, каждый в своем жанре. Участников концерта напутствовал сам Габдулла Тукай. Образ великого татарского поэта создала нейросеть. О масштабах конкурса говорит его география. Более 3000 заявок со всей России. Из Татарстана, Башкортостана, Астраханской, Тюменской, Свердловской, Новосибирской областей, а также из Узбекистана, Казахстана и Швейцарии. В число победителей в этом году вошел участник из Пермского края Карим Трутнев. Он покорил сердце жюри стихотворением Резиды Валиевой. Родной татарский он изучает в школе. О конкурсе рассказала классный руководитель. Стихотворение было сложно выучить, но я справился. В нашем селе каждый год проводится такой праздник – Бардажен. Ну, это как бы сабантуй. Это, конечно, способствует тому, чтобы мы сохраняли наши традиции и не забывали наш народ. Впервые в рамках «Татар-Сүзе» свой культурный код представили чуваши, мордва, мари, удмурты. Антон Алексеев исполнил стихотворение на марийском. Мария Мишакина из Лениногорска удивила всех произведением на мордовском. Очень сильно переживала перед выступлением, волновалась, что забуду свой стих, и очень долго готовилась. Я очень люблю свой родной мордовский язык. Стихотворение «Я вернусь» прочитал ветеран боевых действий Ленар Гарипов из Арска. Он участвовал в контртеррористической операции в Чечне, сейчас служит в Муроме. Его младший брат защищает родину на СВО. Диплом лауреата конкурса «Татар-Сүзе» за сына получила Гульсия Аргарипова.
Горжусь своими сыновьями, сидела в зале и радовалась. Это большая награда. Родной татарский бережно хранит многодетная семья Мардановых из Балтазинского района. Здесь талантлив каждый. Старший сын Раиль мастерски играет на гармошке. Раян покоряет домру, а маленькая Раида – фортепиано. Выступили тоже всей семьей. Чтобы сохранить наш родной язык, сначала надо дать пример детям, разговаривать дома на татарском. У нас и бабушки, и дедушки тоже разговаривают на татарском. Конкурс организован комиссией по родным языкам и нашим телеканалам. Главная цель – показать красоту татарского языка всему миру. Такой вот достижение цели, вот как Татарсузе, еще у других проектов нет, поскольку здесь раскрывается вот вся красота, все богатство нашего родного татарского языка. На огромный эффект мы рассчитываем через реализацию вот этого проекта. И, безусловно, нужно продолжать. Проект популяризирует литературный татарский язык, открывает талантливых исполнителей и объединяет татар. Самое главное, что мы на этом конкурсе собираем людей, которые любят родной язык, говорят на этом родном языке, готовы общаться, читать стихи на этом языке и, главное, передавать этот язык будущим поколениям. За вклад в развитие татарского языка Фарид Мухаммедшин наградил Ильшата Аминова благодарственным письмом. Его вручил Марат Ахметов. 37 победителей разделили между собой призовой фонд в 1,5 миллиона рублей. Завершился праздничный гала-концерт исполнением народного гимна Татарстана «Туган-Тель». С выступлениями победителей Татарсузе будет подготовлено 5 телепередач. Премьерную трансляцию гала-концерта ТНВ покажет 20 апреля в 3 часа дня. На Шаян ТВ 26 апреля, в день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Сирина Васильева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. До встречи в следующих выпусках. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Счастье быть дома. Выиграть авто легко. До 11 апреля соверши покупку в магазинах «Победа», стань участником акции и выиграй автомобиль. Чек 700 рублей. Участвуй скорей. В ленте с 4 по 14 апреля праздник Ураза Байрам. Скидка до 43% по красным ценникам. Колбаса Агросила, Сафар, Халяль, 180 граммов, 149 рублей. Лента. В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем Любава каждый день. Любава – мой любимый крем. Золотая устрица поддержит ваше мужское здоровье, хорошее настроение и уверенность в себе. Золотая устрица. Капсулы мужской силы. Как уничтожить колорадского жука? Карада с усиленным эффектом. Убивает и жуков, и личинок. Карада защищает картофель надолго. ЖК «Новый свет» от Акбарсдом. Квартиры с патио и террасами от 18 тысяч рублей в месяц. Акбарсдом, дом там, где мы. Забота о себе начинается с малого. Больше гулять, работать в саду. А забота о финансовом здоровье начинается в офисах Центра Финанс. Воспользуйтесь акцией на деньги с ежедневным платежом 0 рублей для новых клиентов. Узнайте больше о том, как улучшить свое финансовое самочувствие в офисах Центра Финанс. Qozonda kuning istelikli, ko'ngilli o'tsin desang, Bog'manorama 31-yurtqa kel. Tılsımlı urmanni ko'ru. O'ta ko'rinmali dunyoga shumu. Surrealistik supermarketga aylagu. Bular borasida dvorец впечатленияda. Qo'noqqa ketamiz. Qozon, Bog'manorama 31-yurt. Здравствуйте, Исян Месяц, в студии Динар Бодрудинов. В Татарстане температура останется невысокой, осадки прекратятся, сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Кукмаре, Арске, Высокой горе облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем 3-4 градуса тепла, ночью 1-4 градуса мороза. В Буинске, Кайбицах и Апастово переменная облачность, осадков не ожидается. Температура днем 1-3 градуса выше нуля,
ночью 1-2 градуса ниже нуля. В Чистополе, Мамадыше и Нурлате будет облачно, местами небольшой дождь. Температура днем 2-3 тепла, ночью от 0 до 1 градуса мороза. В Нижнекамске, Сарманово и Агризе облачно, с прояснениями, без осадков. Днем плюс 2-3, ночью от 0 до минус 3. В Альметьевске, Лениногорске и Бавлах температура днем 2-3 градуса тепла, ночью от 0 до плюс 1 градуса. Здесь местами пройдет дождь со снегом, местами с грозой. В туристических городах республики температура тоже чуть снизится. В Свияжске температура днем плюс 3 градуса. Будет облачно, с прояснениями, без осадков. Ночью минус 2 градуса. В Болгаре днем плюс 2, ночью минус 1. Здесь будет облачно, осадков не обещают. В Елабуге переменная облачность, без осадков. Температура 3 градуса тепла днем и минус 1 градус ночью. В столице Татарстана тоже будет облачно, с прояснениями. Температура днем 4 градуса тепла, ночью около 0 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 759 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный около 4 метров в секунду. Влажность воздуха 51%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Будьте здоровы. Всего доброго. Кыннарыгы зумышлы болсын.